Здравствуйте, уважаемые школьники! Сегодня мы с вами поговорим о трогательном документальном спектакле «Ахика из Актаса» по пьесе драматурга Мадины Умаровой. Режиссером выступил заслуженный деятель Казахстана Асхат Маемиров. Эта постановка рассказывает о судьбе известной в Казахстане личности – японца Ахико Тецуро. Будучи 17-летним юношей, он попал под сталинскую репрессию и был направлен в Карлаг, Карагандинский исправительно-трудовой лагерь. Идея постановки принадлежит Нурлану Дулатбекову. По его словам, сложнее всего было уговорить героя пьесы, самого Ахико Тецуро. Дело в том, что он не любит вспоминать тяжелый период своей жизни и не стремится быть в центре внимания. Автор Мадина Умарова несколько раз встречалась с Ахико. Было тяжело работать над этой пьесой. Это не вымысел, а реальная история, реальные судьбы людей, многим из которых так и не удалось дожить до счастливого освобождения, поделилась в одном из интервью драматург. Итак, давайте перенесемся в далекий 45-й год. Открывается занавес. На сцене мы видим почитаемую всеми японцами сакуру, к ветвям которой привязаны белые ленточки. У казахов, если вы знаете, тоже есть похожая традиция – загадать желание и привязать лоскут ткани к веточке дерева. Нужно сказать, что драматургия произведения буквально пронизана понятиями, близкими и японскому народу, и нам, казахстанцам. На протяжении всего спектакля чувствуется некая параллель между двумя культурами. Ахико Тецуро родился 5 ноября 1930 года на острове Хоккайдо. Его отец был директором рыбного завода. В 15-летнем возрасте Ахико отправляется на учебу в военное училище на Сахалине, окончить которое ему было не суждено. В 1945 году сюда приходит советская армия. Ахико задерживают и приговаривают к 10 годам лишения свободы. Парень оказывается в Карлаге. Это один из крупнейших лагерей для политзаключенных. Молодому курсанту сложно было понять, за что его взяли под арест. Он вынужден был признаться, что является японским лазутчиком. Спектакль масштабный, декорации меняются одна за другой. В сцене заточения вместо занавеса опускается решетка. Из рассказа Ахико Тецуро. «Я хотел жить. Себе внутри приказывал: держись, Тецуро, только не падай. Стой крепко на ногах. Сильно приказывал себе жить. Наверное, потому выжил, что внутренняя дисциплина была, которую мне передал отец и которой научили в школе». Создатели спектакля решили показать, через какие муки пришлось пройти не только японским пленникам, но и представителям казахской интеллигенции, которые в 1937-1938 годы были признаны врагами народа. По сюжету некоторые заключенные даже не знают, где находится Япония. В 1953 году, после смерти Сталина, советское правительство начинает освобождать политзаключенных. На свободе оказывается 25-летний японец Ахико Тецуро. По сюжету пьесы истерзанного тюремной жизнью парня приговорили к расстрелу. Однако его спасает пожилая женщина, мать казахского поэта Ахмета Байтурсынова. Балам, басыңды көтерші, айналайын. Басыңды көтерші, балам. Қане, шалаптан әкел, ортатайық. Қане, балам, мына шалаптан аздап. Қусегі қалыпты өліп қалады. Болды. Қомағайланба, болды, балам, болды. Майға, бисмиллахиррахманиррахим. Болды, балам, болды. Апата, естішейді. Құдайға шүкір. Естішейді. Басжаны бар. Құдайға шүкір. Мені де осылай аман алып қалып едіңіз ғой, апа. Газ, Анаш. Я, балам, анан. Она принимает Ахико как родного сына, а вместе с ним растит немецкую девушку. В постановке она является представительницей немцев Поволжья, которые были депортированы в Казахстан во время Второй мировой. В спектакле раскрываются судьбы целых народностей, которые стали жертвами жестокой системы. Невозможно смотреть эти сцены без слез. Из рассказа Ахико Тецуро. Самым тяжелым было перенести голод, но я не ходил к помойным ящикам, кушал только то, что давали в лагере. Другие, кто ел помои, копался в отбросах, потом сильно болели. Их отправляли в лазарет, там они и умирали. Спустя полвека Ахико получает письмо от своего отца и уезжает в Японию.
В спектакле демонстрируется документальное видео, как японский народ встречает Ахико Тецуро. Эти кадры облетели все японское телевидение. Они затрагивают сердца зрителей. 3 года он прожил вместе со своей женой Еленой в Японии. Их дочь рассказывает, что у отца был выбор – остаться в Японии или вернуться в Казахстан. Ахико попросил благословения у отца и приехал обратно в родной Ахтас. Премьерный показ спектакля «Ахико из Ахтаса» посетили представители Японии. Дипломат Марико Цунокаки осталась под большим впечатлением. На протяжении нескольких месяцев я принимала участие в подготовке спектакля, способствовала тому, чтобы сцены, связанные с японской культурой, вышли удачно. Для авторов и актеров эта постановка непростая работа. Каждый участник понимал, какая ответственность лежит на плечах. В премьерный день волнение испытали все, в том числе и сам Ахико Тецуро. После спектакля он поблагодарил создателей и поделился своими чувствами. 17 июня 2020 года Ахико Тецуро не стало. История нашего земляка подробно описана в книге «Японские военнопленные в Карагандинской области», изданной на 3 языках. На этом мы завершаем наш урок. Теперь попрошу вас ответить на следующие вопросы. Первый вопрос. Когда состоялась премьера спектакля «Ахико из Ахтаса»? Второй. Назовите режиссера спектакля. Третий. Кто автор пьесы «Ахико из Ахтаса»?